Владимир Путин прибыл в Приморский край для участия в работе 4-го Восточного экономического форума. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы, как и в прошлом году, встречаемся здесь, в столице Приморского края, чтобы обсудить вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока. Оценим, как выполняются ранее принятые решения и какие новые ориентиры нам необходимо обозначить в совместной работе. Не буду сейчас детально останавливаться на результатах, которых уже удалось добиться, начиная с 2013 года, когда мы вплотную стали заниматься развитием Дальнего Востока. Вы знаете, что сделано действительно немало. Хотел бы поблагодарить коллег, которые в последние годы проводили эту работу. И подчеркну, опираясь на фундамент уже достигнутого, нам необходимо двигаться дальше, сделать еще больше. Основные направления на ближайшие и среднесрочные перспективы мы определили в июле на совещании с членами правительства. А сейчас предметно рассмотрим ключевые вопросы с участием руководителей всех дальневосточных регионов. Я рассчитываю, уважаемые коллеги, что вы предельно подробно, откровенно обозначите проблемы, а также свою позицию по формированию национальных проектов, предусмотренных Майским указом. Эта работа еще не завершена, и тем важнее обсудить именно сегодня те конкретные вопросы, которые приоритетны для дальневосточников. Хотел бы также в целом услышать, в каком объеме предусмотрены в проектах мероприятия по опережающему развитию Дальнего Востока. Запланированы ли специальные меры по ликвидации накопленных отставаний? Сколько средств заложено? Какими темпами будут достигаться поставленные цели? Есть ли проблемы, решение которых затягивается, и нужно разобраться, почему, нужно разобраться в причинах. Мы должны сделать все необходимое, чтобы люди на Дальнем Востоке могли реализовать себя, свои таланты, свои жизненные планы. Были востребованы, получали достойную заработную плату, жили в комфортных условиях, имели доступ к качественным услугам. Не считали бы проблемой большие расстояния. Уважаемые коллеги, наш важнейший приоритет – решение демографических проблем. Стабилизация, а затем и рост численности населения Дальнего Востока. Да, мы с вами знаем, миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остается то, что люди по-прежнему все-таки уезжают. В прошлом году уехало на 17 тысяч больше, чем приехало. Вызывает особую озабоченность, что 70% уехавших – это люди трудоспособного возраста. И это на фоне экономического роста в макрорегионе и большой потребности в кадрах здесь, на Дальнем Востоке. Вывод понятен, людей не устраивают сегодняшние условия для жизни. Дальний Восток здесь по-прежнему отстает. Проблем, безусловно, пока еще много. Это и низкая обеспеченность жильем, качественными услугами здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность, отставание в благоустройстве городов и поселков. С учетом планов, которые сейчас реализуются, новых индустриальных объектов, ожидается, что к середине следующего десятилетия в регионе вырастет потребность в квалифицированных специалистах. И этот вопрос надо решать, безусловно, уже сейчас, причем комплексно. Развивать систему профессионального образования, создавать преференции для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток. И, разумеется, комфортные условия для всех, кто уже живет на этой земле. Давайте обсудим, какие дополнительные меры нужно принять, в том числе для поддержки работодателей, которые создают рабочие места здесь, на Дальнем Востоке, вкладывают средства в подготовку кадров. На что хотел бы обратить особое внимание. Сейчас продолжительность жизни на Дальнем Востоке, на Дальневосточном федеральном округе, немногим более 70 лет. Это ниже, чем в среднем по России. Очень тревожный показатель – высокая смертность в трудоспособном возрасте. Ее уровень также выше среднероссийского.
Снижение смертности – важнейшая задача, и я прошу Минздрав, правительство в целом действовать более решительно и результативно. Особенно в вопросах развития инфраструктуры здравоохранения, лекарственного обеспечения. На что еще обращаю ваше внимание? Сейчас коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке, и это, безусловно, плюс, немного выше, чем в среднем по стране. Но этого пока недостаточно. В дальневосточных регионах нам нужно выйти на уровень устойчивого, естественного демографического прироста. Правительству уже дано поручение проработать специальные меры по поддержке рождаемости. Речь идет о повышенных выплатах при рождении первого ребенка, выделении средств при рождении второго ребенка, а также о пониженной ставке ипотечного кредитования для семей с детьми. Все эти предложения необходимо учесть при подготовке национальных проектов, реализация которых начнется уже в следующем году. Уважаемые коллеги, в дальневосточных регионах выделены центры экономического роста, где будет создаваться социальная инфраструктура дополнительная. Это практически все ключевые города региона, ведущие индустриальные научные площадки. На реализацию планов социального развития в таких центрах до 2020 года выделяется свыше 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. Их нужно вложить с предельной эффективностью, чтобы заработали новые школы, больницы, культурные и спортивные объекты. Стройка предстоит большая, и здесь важно максимально дебюрократизировать административные процедуры, создать стимулы для работы компаний, способных решать ответственные государственные задачи. Также напомню, что ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине, а летние в Токио. Наши олимпийские команды должны успешно подготовиться к этим важнейшим стартам. Правительству вместе с регионами нужно проработать вопросы строительства и реконструкции спортивных баз в макрорегионе и представить свои предложения. И еще раз хочу подчеркнуть, не только отдельные территории, но весь Дальний Восток должен выходить на опережающие темпы роста и в экономике, и в социальной сфере, и в демографическом развитии. На совещании в июле предлагалось, чтобы на дальневосточные проекты направлялось до 5,5% от общего объема инвестиционных расходов наших госпрограмм. И, безусловно, нужно выходить на это решение практически, нужно это делать, выйти на такой уровень. Но при условии, безусловно, поддержки решения о создании таких объектов отраслевыми федеральными органами, а также наличия проектно-сметной документации. И главное, готовности и способности регионов и муниципалитетов обеспечивать содержание новых объектов. Еще одна крайне важная и насущная для жителей Дальнего Востока задача – повышение транспортной доступности. Мы несколько лет выстраивали систему недорогих субсидируемых авиамаршрутов на Дальнем Востоке. Да, конечно, не все еще проблемы решены, но все-таки многие люди уже почувствовали определенные изменения. Нужно и дальше предметно заниматься системной организацией доступных авиаперевозок других пассажирских маршрутов на Дальнем Востоке. Такой же системный подход должен быть и в сфере регулирования важнейших тарифов на электроэнергию, тепло, газ, воду. Здесь нужен переход на модель долгосрочного регулирования, чтобы бизнес мог выстраивать свои инвестиционные планы. Это всем понятно. А регионы, муниципалитеты, свои бюджеты, расходы на содержание социальных и других объектов. Уважаемые коллеги, опережающее развитие Дальнего Востока – это задача общенационального масштаба. Об этом я неоднократно уже говорил. Всем нужно действовать активно, с полной отдачей, не затягивать, не выхолащивать содержание уже принятых решений. И прошу сегодня проинформировать, как исполняются эти поручения. Не только по итогам Президиума Госсовета, который состоялся год назад, но и в целом, касающиеся развития Дальнего Востока. Давайте перейдем к обсуждению. Пожалуйста, слово Сергею Константиновичу Носову. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, считаю символичным, что первое заседание, на котором мы обсуждаем меры по реализации вашего майского указа, проходит именно на Дальнем Востоке. Ведь перед Дальним Востоком, как регионом национального приоритета 21 века, поставлены серьезные задачи прорывного развития на ближайшие 6 лет. Все мои коллеги-губернаторы понимают, что заданные
национальные ориентиры в экономике и социальной сфере должны быть достигнуты. Мы постарались максимально ответственно и взвешенно подойти к подготовке доклада на Президиум Госсовета. Для работы была создана рабочая группа. По каждому из направлений мы определили его текущее состояние, сравнили со среднероссийскими показателями и лучшими практиками. Выработали совокупность системных мероприятий, которые позволят преодолеть существующий разрыв и выйти на целевые значения указа. В моем выступлении я остановлюсь на основных позициях, влияющих на качество жизни и рост населения Дальнего Востока. Здравоохранение – ключевое звено в решении стратегической задачи повышения продолжительности жизни. Что происходит сегодня в нашем макрорегионе? Система здравоохранения модернизируется, строятся новые кардио- и онкоцентры, обновляется система первичного звена, парк санитарных автомобилей, создаются современные ФАПы, идут процессы цифровизации. Но статистика констатирует, что смертность граждан трудоспособного возраста на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня на 20%. Основные причины, как и во многих регионах страны, смертность от болезней кровообращения и новообразований. В то же время в отношении смертности от туберкулеза нужно просто принимать экстренные меры. Наши показатели в 2 раза выше среднероссийских. Я впервые столкнулся с тем, что даже существуют специализированные детские садики для малышей, больных туберкулезом. При этом действенных мер по решению этой проблемы в национальном проекте здравоохранения не предусмотрено. Для решения задач по раннему выявлению заболеваний необходимо сформировать доступную сеть учреждений первичной медико-санитарной помощи, укомплектовать их современными оборудованием, медицинскими кадрами, обеспечить возможность консультаций с узкими специалистами, лечения с использованием сервисов телемедицины. Но иногда цена жизни элементарно зависит от транспортного сообщения и отсутствия связи. До сих пор на Дальнем Востоке лишь 35% дорог с твердым покрытием. А 1400 населенных пунктов в весенне-осенний период остаются просто отрезанными от транспортных коммуникаций. Связь отсутствует на 56% федеральных трасс и на 83% региональных дорог. Поэтому правило золотого часа, в течение которого можно спасти жизнь пациенту при инсультах, инфарктах или ДТП, часто не действует. Вот приведу пример парадоксального случая. В районном центре и поселке Ивенск Магаданской области скончался главный врач больницы. Если бы его вовремя доставили в сосудистый центр Магадана, то спасли бы. Но в течение 4 дней была нелетная погода. Не было возможности его транспортировать, так как сообщение с поселком только авиационное. Человек погиб. По нашему мнению, чтобы исключить подобные ситуации, необходимо зачастую сохранить учреждения даже в малонаселенных и тем более удаленных районах. Но по утвержденной методике это сверхнормативная сеть. Для того же Северо-Ивенского района, где живут 2000 человек, положен только 1 кабинет с врачом или амбулатория. Мы просто вынуждены содержать там районную больницу и 3 ФАПа. А в фонде ОМС на эти так называемые сверхнормативные учреждения расходы не предусмотрены. И здесь складывается противоречивая ситуация. Позиция Минздрава: регионы должны финансировать эти расходы из своего бюджета, но как только мы начинаем это делать, Минфин считает, что это нецелевые расходы и с соответствующими выводами и последствиями. На наш взгляд, должна быть согласованная позиция министерств по этому вопросу. Ведь чаще всего на чаше весов жизнь человека. Еще одна проблема нашего здравоохранения – дефицит квалифицированных медицинских кадров, особенно в сельских и отдаленных районах. В районах организуют выездные бригады, но это все-таки не выход, когда врач приезжает в поселок раз в 2, а то 3 месяца. Люди болеют не по расписанию, и врачи на местах нужны постоянно. Существует очень хорошая программа по привлечению кадров «Земский доктор». По этой программе размер выплат для тех, кто едет в сельскую глубинку, одинаковый для всех субъектов – 1 миллион рублей. И для Краснодарского края, и для Чукотки. Нетрудно догадаться, какой регион выберет специалист.
Поэтому предлагаем к единовременной компенсационной выплате по программе «Земский доктор» для регионов Дальнего Востока установить повышающий коэффициент, равный районному. И, конечно, вызывает обеспокоенность техническое состояние зданий, больниц и поликлиник. Вместо строительства их иногда достаточно просто отремонтировать. Мы убеждены, что региональной составляющей федеральных проектов должна быть учтена специфика дальневосточных субъектов. Одним из показателей, определяющих качество жизни, являются жилищные условия. Доля ветхого и аварийного жилья на Дальнем Востоке 6%, что в 2,5 раза выше среднероссийского уровня. В том числе только аварийного, по данным Минстроя России, на 1 июля текущего года 2 миллиона квадратных метров. А фактически его намного больше, так как муниципалитеты, каким бы ветхим, суперветхим не было жилье, нередко из-за отсутствия средств на расселение не признавали его аварийным. Обновление жилищного фонда идет по всей стране. Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» должен быть утвержден до 1 октября 2018 года. Хотелось бы обратить внимание, что в его рамках для регионов Дальнего Востока на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда средств предусмотрено пока в 6 раз меньше потребностей. Следует учесть, что и стоимость строительства жилья на Дальнем Востоке одна из самых высоких в стране. Вами, уважаемый Владимир Владимирович, в майском указе поставлена конкретная задача улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, строить до 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Для ее достижения регионам Дальнего Востока необходимо кратно увеличить ввод нового жилья. Здесь тоже есть проблема, как высокая стоимость жилья, так и недоступность ипотеки. Стоимость повышается в том числе из-за необходимости реконструкции инженерной инфраструктуры, что прямо влияет на увеличение себестоимости квадратного метра. Что касается ипотеки, правительство неоднократно поднимало вопрос о специальном ипотечном продукте для Дальнего Востока. Для настоящего времени такой продукт не создан. Не менее важно для нас опережающее строительство нового жилья для тех, кто хотел бы сюда приехать, готов приехать, но еще сомневается. Я много общался с людьми на личных приемах, где они поднимали вопрос об улучшении жилищных условий. Беседовал с вахтовиками. Они готовы остаться, если будет обеспечено качество жизни, сопоставимое с материком. И прежде всего достойное жилье. В жилье нуждаются врачи, учителя, работники федеральных служб, силовых структур. Людей привлекает зарплата, серьезные льготы, нравится природа. Они готовы здесь создавать семью. Но качество жилищных условий, отсутствие нового жилья является фактором, сдерживающим рост населения. Мы предлагаем рассмотреть вопрос целенаправленного строительства жилья для работников бюджетной сферы, строительства жилья под заказ. Можно объединить ресурсы всех ныне действующих ведомственных программ, чтобы не просто сделать шаг в решении проблемы, а решить ее окончательно. Новая модель развития Дальнего Востока требует опережающей системы образования, способной удовлетворить кадровую потребность региональной экономики. Но только половина школ на Дальнем Востоке соответствует современным требованиям. И в этом направлении предстоит еще много работы. Приоритетной задачей в сфере образования сегодня является привлечение выпускников школ в учреждения среднего профессионального образования и популяризация рабочих профессий. Для этого материально-техническое обеспечение системы профподготовки должно соответствовать требованиям федеральных стандартов и стандартам WorldSkills. Чтобы проблема подготовки профессиональных кадров существует, подтверждают и наши промышленники. Я встречался с многими из них, и на мой вопрос, почему они везут работников на вахту из других регионов, они отвечают: ваши институты не готовят нужных нам специалистов. Ситуация, конечно, меняется. Во исполнение, Владимир Владимирович, вашего поручения на территории ДФО уже начинает действовать программа подготовки кадров для ключевых отраслей экономики и макрорегиона и поддержки молодежи на рынке труда. Планируется задействовать потенциал образовательных и научных учреждений Дальнего Востока, создать инфраструктурные подразделения 6 ведущих российских вузов. Но есть и другие проблемы. Мы вместе с регионами провели анализ и установили, что практически все образовательные учреждения подключены к сети интернет. И это хорошо.
При этом качество такого подключения не позволяет пользоваться всем перечнем необходимых сервисов. Так, минимальную скорость интернета, дающую возможность работать с современными базами данных, имеет только 17% образовательных учреждений Дальнего Востока. Такая проблема существует и в здравоохранении. Текущая скорость спутникового ресурса в тех районах, где нет ВОЛС, препятствует внедрению сервисов телемедицины. То же самое и в культуре, и в сфере предоставления государственных услуг. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, отмечу, что все наши предложения – это результат совместной работы с регионами, федеральными министерствами, законодателями, государственными корпорациями и общественными организациями. За каждым мероприятием стоит целевой показатель указа. Понимаем, что на Дальнем Востоке достижение каждого критерия дороже в силу его региональной специфики. Но мы не должны допустить ситуации, когда средний показатель по стране будет выполнен за счет других субъектов, а проблемы населения Дальнего Востока останутся. Принципиальное решение о достижении среднероссийского уровня во всех регионах Дальнего Востока необходимо выполнить. Это должно стать нашей совместной ответственностью губернаторов и федеральных министерств. Только так, сообща, мы сможем достичь цели указа. Считаю, что для этого надо также совместно разработать уже конкретные мероприятия по каждому дальневосточному субъекту с учетом региональной специфики, и они должны лечь в основу дальневосточных разделов федеральных программ и проектов. И здесь единый подход как основной принцип распределения федеральных средств неприемлем. Хочу заверить вас, уважаемый Владимир Владимирович, что те поручения, которые вы дадите нам и правительству Российской Федерации, в том числе на основе нашего доклада, будут, безусловно, выполнены. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Козлов, пожалуйста, Александр Александрович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас за решение проведения Президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока с учетом выполнения стратегических задач, поставленных вашим указом от 7 мая текущего года. В моей презентации и в докладе, который представлен, я хотел бы кратко характеризовать о проделанной работе. Основные этапы работы по реализации обозначенных приоритетов представлены на слайде 1. Вместе с регионами мы сформировали предложения в национальные проекты, которые, на наш взгляд, позволяют выполнить задачи, поставленные указом. И направили их нашим коллегам из отраслевых ведомств, понимая, что только они смогут дать оценку достаточности этих мер для достижения целей указа. Сейчас национальные проекты поступают в правительство Российской Федерации для утверждения. До 15 сентября по ним будут решены вопросы финансирования, а также сбалансированности региональных бюджетов. Важно уже сегодня на текущем этапе включить национальные проекты, дальневосточные разделы, тем самым обеспечив их интеграцию с дальневосточными разделами госпрограмм с задачами именно опережающего развития макрорегиона. Конечно, при формировании надо учесть и уже принятые решения. Об опережающем развитии Дальнего Востока об этом говорилось. И есть поручение, Владимир Владимирович, ваше по итогам первого ВЭФа. Президент также давал поручение пункт К, пункт 1 в рамках третьего ВЭФ. И хочу подчеркнуть, что перед дальневосточниками стоят масштабные задачи. И нам нужно двигаться не только к целевым значениям майского указа, но и преодолеть накопившиеся отклонения, о которых также было озвучено в докладе Сергея Константиновича. Такую работу мы можем вести, опираясь уже на созданный фундамент. И благодаря ранее принятым решениям на Дальнем Востоке есть хорошее продвижение по многим показателям. По экономике, по данным Росстата, темпы роста ВРП инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке, начиная с 2000 года, выше средних по стране. Объем валового регионального продукта увеличился в 12,2 раза. Инвестиции в основной капитал в 20 раз. Прямые иностранные инвестиции в 34 раза. Однако динамика изменений в социальной среде по-прежнему остается ниже среднероссийской. Ожидаемая продолжительность жизни на Дальнем Востоке одна из самых низких в стране и составляет 71. Рост с 2000 года 6,9 лет при среднероссийском показателе 7,4 года. Смертность трудоспособного населения сократилась, но остается одной в России. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда увеличилась до 6% при сокращении в целом по России до 2,4%. Разрыв по уровню качества жизни с другими регионами сохраняется. И необходимо системные решения, которые могут переломить ситуацию. Именно на таких решениях я хотел бы остановиться в своем докладе. Наша ключевая стратегическая задача, о которой вы, Владимир Владимирович, говорили и сегодня, это увеличение численности населения на Дальнем Востоке. Хотел бы обратить внимание коллег на ключевую составляющую демографических процессов. Это рождаемость.
Да, сегодня суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке незначительно, но выше среднего по стране. Дальнему Востоку 1,73, по России 1,62. Однако этот показатель снижается во всех дальневосточных регионах. И вы сегодня видите, что с динамики по всем 9 регионам Дальнего Востока мы потеряли 11 700 детей, которые показывают о том, что все-таки меры эти принимать нужно. Это выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям на второго ребенка, льготная ипотека. И для достижения национальной цели указа по обеспечению устойчивого естественного роста населения предлагаем указанные мероприятия включить в национальный проект «Демография». И, что принципиально важно, также проработать вопрос софинансирования и региональных бюджетов, и федерального для достижения этого цели. Надеемся на вашу поддержку, Владимир Владимирович. Также мы проанализировали основные причины высокой смертности на Дальнем Востоке. К ранее сказанному из доклада Сергея Константиновича я бы хотел отразить одну причину – это смертность на дорогах. Она выше среднего по стране, это порядка 14,7 человека на 100 тысяч населения, тогда как по России этот показатель 13 человек на 100 тысяч населения. А по майскому указу нам нужно выйти на показатель не более 4 человек. Чтобы добиться такого перелома, нам нужно привести в нормальное состояние, нормативное региональные и муниципальные дороги, ликвидировать опасные участки, обеспечить оперативную службу работ скорой помощи. И про золотую часть уже здесь говорилось. Однако в национальном проекте акцент пока сделан только на региональные дороги, в то время как 70% ДТП и 40% погибших на Дальнем Востоке приходится именно на муниципальные дороги. Например, в Хабаровском крае на федеральных дорогах погибло 23 человека, на муниципальных в 3 раза больше – 70. На Камчатке на региональных 16, на муниципальных 20. Якутия на региональных 44, на муниципальных 51. Данные взяты по линии МВД за 2017 год. Минтранс планирует оказать поддержку всем административным центрам, у нас их таких 9, и городам с численностью населения свыше 200 тысяч человек. В результате такой методики из дальневосточных городов дополнительно к административным центрам попал в список только город Комсомольск-на-Амуре, потому что там 250 тысяч человек. Наше предложение учесть в национальном проекте, имея в виду специфику региона, города Дальнего Востока с численностью населения от 50 тысяч человек до 200 тысяч человек. Это позволит включить